Дорогие друзья, мы находимся в гостях в квартире у известной мастерицы у нас в республике Ульяны Михайловны Нахсоровой. Она любезно пригласила нас к себе показать, вот именно вам, дорогие наши телезрители, рассказать о своем увлечении. И что получается из этого прекраснейшего увлечения. Ульяна Михайловна создает картины с помощью бисера. И вот, пожалуйста, небольшая экскурсия. Да. Ульяна Михайловна, ну расскажите, пожалуйста, вот первая наша Сначала картина. я все начинала с схемы готовой, а потом, чуть погодя, я подумала, почему я должна чужих делать, и начала делать свои авторские работы. Здорово. Вот вы так представили нашу красавицу Амгу. Вы с берегов Амги, это ваша родина. Расскажите, Да, пожалуйста. это моя родина, Амга, где я мое детство прошла. И вот дух этой реки матушка сама, девушка. Да, ну девушка, тут не скажешь, что это вышла матушка. И стоит, любуется своей берег, да? Своим берегом, да. Ой, как красиво, как вообще красивая, такое умиротворение. Молодая девушка Амга. Это сколько бисера ушло вот на эту картину? Ну, наверное, килограммы какие-то, да? Есть, да, килограммами есть. Да, да. И все это один бисер у вас. Да. Это вы работаете чешским бисером, да, в основном? Бисером. То есть он, вот его особенности, допустим, чем он отличается от японского? Они сильно не отличаются. Японские вообще все хвалят, но дело в том, что японские они сильно блестят. Нет, блестят. Они одинаковые. Это десятка, значит десятка тоже японская. Они тоже стандарт идет. Дело в том, что они бисер, во-первых, дорого, не по нашим карманам. Во-вторых, как-то они сильно блестят. Вот у меня есть, но я вот среди не блестящих ее как-то вот она не очень смотрится. Ой, ну от этой картины прям вот просто глаз невозможно оторвать. Давайте расскажем про Баяная. Баяная, вот это я подарила Давайте мужу. про Баяная расскажем. Кто такой Баянай? Баянай – это дух охоты, покровитель охотников, да, всех, да? И охоты. И всех зверей, покровитель. Всех зверей, хозяин всех зверей. Хозяин всех зверей. И рыб. Тоже входит туда. А вы знаете, вот, допустим, почему вот некоторые охотники, они такие удачливые, а некоторые, вот как они не стараются, у них вот ничего не получается. От чего это зависит? Почему Баянай это такой я избирательный? Не могу сказать. Наверное, у вас папа, наверное, охотился? Не сильно вот насчет охоты. Там, ну, рыбачил? Рыбачил. Он очень... Единственный даже в поселке был рыбак, который сетями, да? Да, Мунха. То есть занимался рыбной ловлей, да? Именно зимой, зимней рыбалкой? Нет, не зимней, летним тоже. Летним и тоже. Вот только у него этот был. Невод. Невод. Только у него был, и многие его просили, чтобы невод он одолжил. Да. Ну вот за это, видимо, Баянай его и одарил. Я именно портрет отца сюда сделала. Понятно. То есть как бы папа... И сразу подумала, он-то не сильно охотник был, он был рыбак. И я вот сюда рыбу всех. Даже видите, вот рисунки. Это карась. Наш любимый якутский карась. Да. И осетр. Вот их... Царская рыба. Да. Как его, хахный, как... Окунь. Окунь. И тоже я окунь очень люблю. Ну, нужно уметь его готовить, да, и наши тугунки, конечно. Да, очень здорово. И они вот здесь... как будто с тумана выходят, вот, или наоборот исчезает. И у вас ушло здесь тоже, наверное, очень много бисера, белый, розовый, да, вот вы брали. То есть вот и здесь я особенно тумане же, вот тут один бисер я сделала нитками, две нитки. Вышивку, да? Да, две нитки.
и она у меня светлее получается. То есть вы немножко приглушили вот этот яркость этого бисера. Яркость, вот оказывается, можно, дорогие уходит. друзья, таким вот образом такие лайфхаки. То есть если вы хотите, допустим, бисеру немножко придать другой оттенок, нужно использовать несколько нитей. А если темнее хочешь делать, то может быть другого цвета. Другого с белым, допустим, синий, белый синим. То есть надо. синяя нить? Да. А если еще темнее хочешь делать, то надо вообще синим шить. И вот она вот так плавно. Вот это одного бисера. Вот так цвет получается. Да. То есть вот такой, ну как сказать, цветовая гамма получается. Да, цветовая такая, постепенная. Гамма. Да? Постепенно. Хорошо. Давайте посмотрим вот эту картину. Анна Лахчин Хатун, это у нас как бы хозяйка тайги или как? Ну да, хозяйка леса, да? природы. У нее, короче, маленькие помощницы есть, дети. И вот один ребенок вот сидит. Их много, но я здесь сделала 7, тут 2 бегают. Они с травянистыми ногами, травянистыми руками, ну, дети. Понятно. И они все следят за цветами. Это ну, так говорят. И птицы сопровождают. Очень красивая картина, тоже она такая прям от нее веет летом. Молодая, красивая Анна Лахчин Хатун. Солнцем. И она, конечно, молодая девушка. Да, в образе молодой девушки. А вот тут... А это уже идут реплики, копии великих наших художников. Врубель. Да, царевна, лебедь. Ну тут у меня вообще, я очень эту картину люблю. Вот мне кажется, вам удалось передать глубину глаз. Ведь говорят же, она вообще обладает магнетизмом, и она такая очень, такая, ну, мифическая. Между прочим, ко мне, если женщины приходят гости, некоторые говорят, на меня смотрят плохо, говорят. Да, именно картина. Да, а некоторых это она... А мне кажется, что она такая очень, как сказать, очень любознательная, очень такая удивленная. Она, вот пишет критика, что она огорченная, чтобы она по-настоящему не человек. Ну, она как бы это... И она вот эта огорченная такая. Ну что-то демоническое, да, у нее? Через и ее глаза. тоже с... классики, да? Да, это тоже у нас Васнецов. Васнецов, «Три богатыря». Копия с помощью бисера. Друзья, это просто, ну, невероятного такого Они труда, даже лицом очень огромного. похожи. Да, картина просто вообще все передано, все краски, все детали, посмотрите. Все детали, вот, украшения, снаряжение, да, украшения в этих лошадях, оказывается. У лошадей, да, конечно, посмотрите. Вот лошадь у нас как красиво, у них какие-то вот тут вот. Взгляд вот этот кровянистый. Где вот? Да, очень-очень здорово. Да, хорошо, я очень довольна этой картиной. Конечно. Так, следующая наша Следующая, картина. это у меня мама. Это она дояркой работала. Это вы маму, да, изобразили? Да. А это вы, наверное? Нет, это моя сестра. Младшая? Старшая сестра. И я здесь только родилась. Ну, годик мне было всего. Вы совсем маленькая, да? Ой, мама такая молодая, такая красивая. И сестренка такая милая, с теленочком. Тоже такая летняя красивая картина. И посмотрите, как передала мастер вот эту вот всю палитру. Мой дядя показывал, что какие небо краски. у нас не небо только бывает, голубое, да, у нас зеленое, небо и всех цветов. Желтое. А какие цветы, это же такие детали, посмотрите, как все это передано. И это все с помощью бисера. И здесь вы тоже использовали технику, вот, ну, как бы, где-то вот нитками, да? Тоже, да, есть нитками, есть цвета, которые прозрачные такие, бледные. Я стараюсь всегда бледным А в музеях бисером. каких-то есть ваши работы? Наверняка какие-то музеи наверняка приобретали. Нет, ну, наверное, пора заботиться нашим музеем вот таким вот. Ну, потому что это просто настолько профессионально, настолько вообще здорово. Так, мы сейчас разворачиваем, друзья мои, вот такое вот огромное полотно. Так, это вот я вошла не вижу. книга рекордов России. Да вы что? Вот это да.
Вот это да. И здесь 9 кило бисера ушло. Да, одному человеку достаточно сложно поднять. Вот и здесь сразу видно, вот это фарфоровый бисер нарочно сделан. Да, да, кстати говоря. Они, Он немножко другой, он дает да. как бы, ну как будто в обрамлении эта картина, да, да? оформление. То есть в таком обрамлении. Бисер же играет от цвета, от этого очень много меняет свет, играет. А вот как его? И тоже фарфоровые, они нет, они не живые. они не играют, да. Да. Вот сверху фарфор, вот обратите внимание, а уже вот сама картина, она с помощью... Это все чешский бисер. Чешские, как его, стеклярус, стеклянный бисер. Очень Вот. красиво. Айку, какая тяжелая. Тяжелая очень работа. Так, дальше. Вот здесь у вас очень много животных, да? Вы Да. вообще любите животных? Да, люблю. Наверное, собаки да. у вас где-то на даче, Да. да? Или там кошки? Кошки Нет есть у вас? меня никого. Никого нет? Ну, наверное, были когда. Ну, у Были, родителей-то были, конечно. вон, целая ферма. Да. А потом в последнее время я с портретами стала работать. Вот у нас здесь Гаврил Колесов. Ему было 29 лет, он первый грамм-пластинку выпустил на тему Ламхо. И вот этот момент я показываю. А сзади у меня вот этот текст песни как бы отсюда идет. Вот. Да, и то он есть- писал тоже. Все, показываю здесь. Он, Вы- кстати, всегда себя считал учеником Нахсорова. А сколько ему лет было, когда появилась грамзапись? Говорю же, 29 лет. 29, тоже молодой совершенно Молодой он. человек. Очень известный, хороший этот Олам Хасуд тоже. А его родные как-то вот с вами связывались? Нет, Как-то вот его как-то потомки? и Нет? Не показывали, да? Но вы Нет. просто вот по какому-то вот стремлению души вот взяли и создали, да, его образ. А вы дядю своего не хотели? Фотографии не сохранилось, да, наверное? Почему у меня висит это выставки же? А, на выставке. А На здесь выставке. дома нет, да? Дома Ой, нет. как жалко. Может, фотографии тогда у вас есть? Покажете? Ну, в телефонах. А, только на телефоне, да? И она очень плохие они. Я несколько вот тут тоже, вот когда я работаю, несколько вот таких Фотографии. фотографий, все, чтобы они подходили, ну, чтобы совпадали. Все вот это таким работаю. Вот видите, сколько фотографий сделал. Да. Чтобы показать все Да. детали, да, как Да. это все сделать. Вот тоже. Крупно вы Да, детали крупные, все чтоб детали были. фотографируете, да? А так вот у вас такое бывает, вот, например, художники работают с этюдами, ну, например, перед тем, как написать большое полотно, они У меня прорисовывают каждую я не хожу на деталь. этюды. Нет, ну А в имейте в своё виду время сами, раньше ходила а щас. бисером это невозможно, да, этюды Да, это нет, слишком, конечно. как бы, совсем другая техника. И... Я такова эскизы-то не делаю. Я вот смотрю, прямо вот в уме держу, вот так буду делать. И потом во время процесса работы у меня еще А вот какие-то детали. Гаврила Колесова, когда вы его создавали, вы тоже сначала нарисовали, да? Нарисовала Сделали сначала набросок. себя, вот портрет, а потом потихоньку, ну я видела так. А потом да, детали какие-то, да? То есть как вы видели Да. воображение Да, свое. воображение. Ну, это просто вот Также вот также Кылола, Зверев, он тоже запевала был, этот, Да. как его. Его именем назван Да, театр, эстрады театр. у нас. И вот я его сделала, как будто на сцене сидит, а сзади его вот творчество. И он создал вот танец узора. И тоже очень такой прямо знаменитый у нас. И стал этот танец, между прочим, Да. нашей визитной карточкой и Да, вообще да, представляет вообще наше представление, да, обо всем, о мире,
Да. о человеке, вот этот танец узора. А вот про Вообще живот... такие талантливые люди. Вообще. И я вот когда вот делаю, прямо ну, мне вот восхищаюсь их. Хочется, да, и восхищаетесь. Да, восхищение Да, такое идет. А вот эти вот работы можете рассказать вот про животных? Животных, Олени. это вот все как бы поготовы. Это ранние работы. Я вот так начала. То есть вы только начали, да? А это было проще, вот когда начинаешь? И вот тут тоже у меня авторские работы много. Природа нашей Якутии, в основном вот Киселявская гора. Перед тем, как начинать работу, конечно, я прошу благословения от духов. Это по обычаю нашему. Ну, конечно, я туда не съездила, я на скобки с мужем этот костер зажгли, огонь кормили. Вот священных места я так. А вот в Амге я специально съездила в Харамахайта, там Харамахайта же есть. Просила, чтобы она мне разрешила это делать. А здесь вот Киселявские горы как помогли вам, да, духи? Ну, помогли, наверное. Ничего не снилось? Нет, нет. Не говорили вам, не надо? Нет. Ну, очень красиво получилось. Это Просто... звездная ночь. А тут все вот эти явления природы, типа. Северное сияние, как красиво. Это Амга. А вы вживую видели северное сияние? Нет. Да, ну, такое, как его, маленько там. Вот бывает же у нас. Ну, такие красивые больше не видела. Это опять река Амга наша. Да, это Амга. Закат. Прям вот узнаваемо очень. Амга. И вот этот Алас, видимо, это, да, где-то ваш родной. Алас, вот это отцовский дом. Вернее, мы здесь росли. Летом, как на даче. Это Саилык. Саилык, ага. И радугу сделала. Галлу. Вот это. А тут молния сделала. Тоже не... Все явления природы. Да, явления природы. И в спокойствии. Лунная белая ночь. Это, как его, столбы наши, ленские столбы. И зимний пейзаж, да, да, совсем. Зимний пейзаж. А вот это вот внизу у вас это пейзаж. Северный этот. Как-то называлось, я уже не помню. Аймеконья, нет, это Томпо, по-моему. Тампо, да? Ну, в наших, да. Очень мне понравилась очень картина. много мест, где сохраняются летом ледники, да? Автопортрет. Ой, молодая. как здорово. 27 лет мне тогда было. Вот. Младшего сына вообще не было, но я его посадила. Так, старший сын был у меня уже, 7-летний. Вот, ну здорово. А помимо картин вы еще занимаетесь вот таким вот удивительным творчеством. Вот вы рассказывали, что старых вы вещей, вот старые лампы. Даете им вторую жизнь. Вторую жизнь даю. Вот старые лампы, трехъярусные. Люстры. Люстры. Ну, это прям настоящий хрусталь? Да. Вот это да. Ну, звучит-то как красиво. Ведь многие-то выбрасывали же, да, советского времени. А вот подставки из чего вы подставку делали? вот это я купила. А здесь у меня старинная лампа, горный хрусталь. Старинная, это уже давным-давно в амбаре кладовки у кого лежала. Я выпросила, короче. И сделала вот. А внизу у меня тут крышка от кастрюли. Просто, да? Ну, как бы латунная такая подставка получилась. Покрасила, конечно. Я все приделываю. Если даже платье, все, что-нибудь куплю и всегда приделаю. А вот тут тоже люстра. Еще одна люстра. Это тоже ваше произведение? Да. Вот это да. На базе посадила, и вот опять крышка. Тут он у меня горит, конечно, все горит. То есть вот эти домашние все люстры, они выполнены вашими руками, да? Да, моими руками. Ой, как красиво.
Вот это, да, прям какой-то дворцовый такой вот вариант Да. получился. Очень красиво. А вот эти все висюлечки, это вот действительно люди вот все Вот повыбрасывали, да, или да, как? этот хрустальный я потихоньку Вы собирали? Да, собираю. Мгм. А потом вот у вас вот Вот это так. вот все рождается. Да. Скажите, у вас квартира, я смотрю, она такая небольшая. А где вы все свое хозяйство собираете? Где вы его храните? Вот так вот, где картины ли лежат. Картина у вас, ну вот Да. половина вот у вас висит, Половина да? здесь, Половина на выставке. Да. А вот, ну это же тоже требует вот размера там какого-то вот Нет. пространства, чтобы где-то в коробке там складировать. А потом вы как-то так очищаете, да, его? Или он уже Конечно. прям как новенький, как будто бы. А как Красивенький. его отмывают? Вот чем вы Ну, его так, как промываете? пыль Солью вытираю. или вот содой Я или как? простой водой. Обычной водой. Все это промываете хорошенечко. И она А вот, вот если солнце, вот тут и все это играет, да? играет, да, Как красиво. разноцветно. А вот та вот люстра у вас, А это она- тоже, тоже своими руками? В магазине я видела ножку, Мгм. продают, ну, что-то дороговато они продавали. Говорят, итальянский, супер какой-то. Ну, я подошла, говорю, давайте за 1000. Ага. Они, ну ладно, возьми. Вы же все равно ее не продадите. Тут это сломалось, короче. Мгм. Ну, я тут с точечных ламп, есть же вот точечные, Мгм. собрала, 3 лампы ушло. С ума сойти. То есть, ну, это уже не хрусталь, это просто уже вот Да, современная такая. современная такая, и стекло Такая, как хорошее. бы, это стекло, да? Мгм. Но вы, наверное, вообще отличаете, ну, например, я вот на свой, как бы, я не могу отличить, допустим, вот, вот эти вот, ну, это Хрусталь. действительно хрусталь, от вот этих Ну, стеклянных. это же хрусталь и стекло, она же, хрусталь это высочайшая такая обработка стекла. Мгм. Ну, по сути, это тоже Да, стекло, да? сложная у них одна. А вот эта стоячая люстра, она у вас как? Ну, а это тоже маленько делала, добавила вот висюльки. А так она такая и была. Есть. И вот такой светильник у вас Купила. получился, да. То есть вы его покупали, но вы его доукрасили. Ну, конечно, добавила побольше висюлек. Ну, то есть вы, как любая женщина, вы любите много блеска, да, Да. чтобы блестело, вот, Блестело чтобы вот все, блестело. Чтоб уют было, люблю Да. уют. У вас очень уютная, красивая квартира. Все шторы, все сама, конечно, шью. Мгм. Платье могу, дефиле показать. Давайте. Ульяна Михайловна еще и рукодельница. Она шьет своими руками вот такие прекрасные, чудные наряды. Это наряд вечерний. Стилизованный холодай. Да, якутский холодай стилизованный. То есть это вечернее платье. Его можно надеть в театр, куда-то на какое-то торжество, на юбилей, например, или на свадьбу. То есть это очень красивое торжественное платье. Еще один наряд просто невероятной красоты. Сиреневое платье. Да, это тоже холодай, современный холодай. И в якутском стиле. И Ульяна Михайловна, она еще и вот, в общем-то, как стилист. Да, вот в такой ипостаси еще может представить себя. Очень красиво, очень здорово. А вы на заказ шьете? Нет. К сожалению, нет. Очень жалко. Но вообще невероятной красоты платье. Еще одно замечательное платье вечернее. Это тоже в национальном якутском стиле платье холодай с жилетом очень красивым. Национальный Мгм. килетчик. Да, ну мы скажем по-русски, да, национальный это жилет, холодай и такое вот очень красивое платье из шелка. Оно такое вот, видите, прям вот переливается всеми цветами, очень идет хозяйке. Хозяйка его шила для одного из торжеств семейных. Очень красивое платье.